Ткачельский, 3-й полк, сапер. А кто главный? А это Микуабия, этот, Лаврик. Он был командир нашей группы. Комиссония Илья. Он начальник штаба был. Я с Ткачелина. Вообще-то война, когда началась, я здесь был, дрова пилить пришел. Так. И 2 дружбы не поработали в тот день. Оказывается, уже война идет, и 2 новые дружбы не заработали. А вы по профессии были? Я водитель. А как вы стали сапером? Оружие, я сдал же оружие в Ткачели. В милицию сдал и пошел. Я отпросился 2-3 дня, говорю, дрова попилю на зиму. Я знал, что война должна начаться, но чувствовал. И грузинский я хорошо знаю, и мигрельский тоже. И их разговоры все слышал. И вот за счет этого я отпросился у командира. Я говорю, мне надо дрова подготовить, а потом, говорю, я приду и буду это. Откуда я знал, что я приду и война начнется? Я вернулся в свою гвардию. Если меня мать говорит, слушай, здесь тоже война, здесь иди. А я говорю, я с гвардейцами пойду, с которыми они скажут, что я спрятался. И в ту ночь я в 4 часа здесь вышел, до Патрохоты дошел, до 1-го Аршиповского дома 12 часов был. Потому что заплутал в лесу. Я никогда так не ходил в квартире. И Нарсия, вот это, которого сына первым убили здесь, он мне дорогу показывал. Вот так пойди, я не смог, обратно вернулся к нему. Он пацана дал, и пацан меня провел до этого. И до этого дошел. 12 часов уже у меня там туфли порвались, это все. Пришел меня этот Ткачельский, увидел таксист, они уже мини ложили на мосту в отсходе. И он меня повез, я говорю, мне надо в военкомат. Я пришел уже с боя, уже убили Нарсию, и наши пришли. И с этого дня, с этого времени я постоянно с ним. Ну а сапером как стали? Из водителя в сапер? Вот оружие пропало мое. В 10 часов война началась, я в 12 пришел. Откуда оружие мое там останется? Без оружия остался, и потом вот этот горами мне показал первую мину противотанковую, как ставить. То есть фактически учились на ходу? Да. Вот которые мины оттуда приходились, мы распиливали. И механизмы смотрели, потом делали. Зурик учил Аршба. Он был командир саперов Восточного фронта. Каждый полк имел своих саперов, но над всеми командовал Зурик. А как вы потом вдруг оказались на Кадырском мосту? Я когда приказ пришел, чтобы атаковать, мы все собрались, все идут в атаку. А наш командир сказал, вы мины приготовьте, как очистим, чтобы когда отходить будем, чтобы им не досталось заминировать. И нас дали, и автоматчиков, и нас Зурик командир, и еще 2 кто-то были с нами. Но это оттуда они были, чего. И Зурика эти. И мы ночью ночевали там, в квартире в этом. И так привезли этого, Славика. Его разорвало, снаряд попал в взрывчатку на Кадырском мосту. Сейчас там памятник его, но не там, где сейчас памятник. Чуть сюда он не дошел до туда. И вот, когда его привезли, мы бросили, Зурик уехал, я за ним.
И командиру своему Миквабе я сказал, говорю, ну что там, надо взрывать мост? Он говорит, надо, но приказать я не могу. Хочешь, сам иди. Я говорю, если до туда довезете, я пойду. Ждем, говорит, если пойдешь, поехали. И минут 10 я пока рюкзак свой взял с этим, с взрывчаткой, это все, поехали. И как раз в это время Амирана группа тоже приехала мост взрывать. У него человек 30 было. С Турции 6 человек было, турецкие абхазцы. И из турецких абхазцев Имдат был их командир. Вот. А потом из его группы ребята были. И они взрывчатку хорошую имели. Пластид у них был в ящиках. И когда Амирана увидел, я не люблю со всеми ходить. Когда человек мне понравится со своими соображениями, я с ними иду. То есть такое доверие должно быть, скажем так. Да, не то что доверие, а чтобы человек был порядочный. Но в итоге вы пошли один Не, на мост? Амиран, я, пошли мы сначала посмотреть. И этот Аджибжинский, Вася его звали. Усатый такой был. Ну, и фамилия тогда никто не спрашивал. Ну, он у них тоже вроде командира или что-то был. И мы с ним пошли. Амиран и он были вооружены, а я без оружия. Ну, где мы шли, там не было мин. А там... Ползли, это была ночь. Да, ночью. В 3 часа ночи мы пошли, посмотрели. Ну, то есть фактически всю свою работу вы могли делать только ночью. Ночью, потому да. что- Днем только в таких местах, если ущелье какое-нибудь, они за горой туда, где тебя не видят. Даже если ты свет, ну тогда свет это гонка, и посветишь, сразу уберут. Или зажигалку, или что-нибудь вот так вот. Кто-то светит и что-то делает. А здесь почему вы не могли даже ночью, например, почему приходилось ползти? Что тут было? Там же вот этот ДОТ, и вот так вот, еще там окопы сейчас. Сейчас тоже они остались, где сидели грузины. А не только здесь, а с другой стороны тоже они сидели. Только на асфальте прямо этот ДОТ их железный, что крышка. Там пулемет стоял. Мы отсюда могли подойти, но от моста они нас, если увидели, они даже не видели, они стреляли. И Амиран и сам хотел проверить дорогу. Но как командир должен идти вперед. Но он не оставлял никогда своих подчиненных, чтобы рядом не было, он не делал. Ну, вы вызвались пойти. Ну, и это моя профессия. Я уже за войну научился. Найти мину, убрать, поднять, это все. И пошли мы. Сначала посмотрели, где заложить что. Потом вернулись, и ребята принесли взрывчатку. Какая задача главная была? Хоть один пролет, ну, чтобы грузины не могли ни отсюда не пойти, ни оттуда. Главное, как бы, я так понимаю, технику все-таки остановить. Да, технику, да. А технику как остановишь, если, ну, в то время, когда мы шли взрывать, у нас было 3 или 4 гранатометных выстрела и СПГ стоял. Но СПГ не наши был, и СПГ забрали. После того, как мы мост взорвали, СПГ забрали. Вы так очень быстро перескочили, что после того, как взорвали,
Чуть-чуть расскажите подробности. Я вас прошу. А что, Беспокойтесь. взрывать не сложно было. Мост целиком надо было взорвать, но потому как меня учил майор российской армии, он пропал в горах в Сванете после того, как сбили самолет. И он, когда учил, я его спрашивал, мост, чтобы взорвать, что надо делать, где заложить и что. Ну, это он профессионал, а я ученик, хотя в войну. Надо же у профессионала спросить. Вот он мне сказал, любой мост, говорит, если ты одну сторону подрываешь, он сворачивается, ты полностью обрушится обе стороны. Заложили мины, одну противотанковую, 25 килограмм пластина. И ушли, сели там в окопы и взорвали. А почему не ушли совсем? Нет, надо же смотреть, что будет. Когда уйдешь. Потом уже надо было ему сообщить еще туда, что мост уничтожен. Потом Амиран сказал, еще надо тот мост тоже. Ну, уже да, наша группа уже там осталась. И не на, ну, я к ним примкнул, а то это Амирана группа была, от которой оттуда пришла. И они там сидели, но один выстрел у них остался. Гранатомет. И больше не было. Танк у нас сзади стоял, где поликлиника Аджибжинская. Но он на весь Восточный фронт бегал туда-сюда, ездил. Когда здесь страшно, он сюда приезжал, стрельнет, уедет в другое место, вот так. Один раз, когда мы хотели пойти, я не подорвался, а ранили. Я приехал в Творчели, привез этих раненых. Амиран помог вытащить их и погрузить на КАМАЗ трофейный и привезти их в больницу. Но в этот момент еще один погиб. Но его снайпер, кажется, снял. Китаец по национальности, Скворчельский. Он и в 89-м, и голодовку всю прошел, вот этот китаец. Сколько у вас ранений? У меня 2. Ноги, рука, голова, все. Это в течение 3 дней. Ранение вот с ногами связано, это вы получили Это там возле на моста? железной дороге, на железном мосту. Ну, это сам виноват. Почему? Потому что здесь проверил, а там, думаю, раз здесь не положили, там кто положил. Ну, я до конца не прошел, Амиран и я пошли этот мост взрывать. И 2 пулеметчика, но я их не знаю, это из его группы. Пулеметчики сидели здесь и нас прикрывали. Амиран и я пошли туда, на мост. Ну, до конца зачем идти? До центра дошли и посмотрели, везде одинаково. Что здесь, что там. Взрывчатка одинаково надо было заложить. И мы решили заложить и пошли, принесли взрывчатку. Амиран нес большой мешок и впереди шел. А меня по глупости понесло в сторону. Там, где уже я ходил, мы ходили где. Если бы так пошел бы я бы не подорвался. Здесь я шаг в сторону сделал, хотел посмотреть, как ближе поднести это. Но в итоге, получается, Амиран вас вытащил, да?
Амиран и вот эти два парня, пулеметчика. Они не ушли, я сказал, уходите, здесь одну мину не ложат. Обычно, Их целая серия. да. Одну мину кто положит? Зачем нужно? На одну можно наступить, не можно нет. Амиран не наступил, потому что он выше ростом был. И шаг у него другой. Я даже не почувствовал, что я на мину наступил. Что взрыв был, где-то я понял, но что именно подо мной, я не знал. Я, когда на себя посмотрел, что я сижу, думаю. И снял рюкзак, и спереди, что мешок был, в сторону положил, и решил встать. И вот когда вставать, тогда боль почувствовал. Посмотрел, ноги нету. И на другую ногу посмотрел, два пальца сверху лежат. И все. Страшно, конечно, но Родину защищать надо, нас учили, да. В начале войны нам, как говорили, 5 миллионов воевать нельзя. Они нас победят. Но молодежь, мои ровесники, младше меня, они сказали, нет, мы нашу родину им не дадим. Вот вы теперь живете в Реке. Вы здесь постоянно, я так понимаю, постоянно проживаете. Почему здесь? Потому что пока я лежал, мой дом разобрали. После войны, отец уже здесь жил. Перед войной мы только посеяли, и война началась. Он купил этот участок. У дяди своего. Дядя ушел в Творчели, а мы с Творчели. Отец сказал, я на пенсию пошел, теперь я должен землей заниматься. И он сюда здесь купил. А мы в Творчели были. Сестра в Пицунда, мать и я в Творчели приезжали в субботу-воскресенье. А потом перебрались? Когда там дом разобрали уже, после войны здесь уже там что делал? Во-первых, там работы не было, а в то время я работать тем более не мог. Без матери я ничего не мог делать. На коляске здесь ездил. Мне тут рассказывали о том, что вы очень любите какие-то поделки, то есть тут, значит, вы очень любите с техникой возиться, Да. и, значит, тут нередко к вам приносят разные приборы, которые нужно либо настроить, либо наладить, либо дать им вторую жизнь. Не всегда могу делать. Нет, но это хобби такое. Это Да, я люблю поковыряться. Я всю жизнь. Я родился такой. Я по дороге шел, у меня всегда консервная банка на шее висела, когда маленький был. В детский сад иду, гайки, все, что увижу по дороге, туда ложил, потом домой приходил, в солярке раскручивал, закручивал. Это должно было работать хорошо. Машину сам делал, ЗИЛ сам собрал, когда права получил, с нуля. Я не люблю на той машине ездить, которую не могу ремонтировать. Если бы была возможность что-то сказать молодежи, тем молодым ребятам, которые растут, которые не застали войну, конечно, они слышали. Что самое главное? Чтобы не распродавали Абхазию оптом и в розницу. Самое главное. И Апсора сохранили. Без Апсора мы никто.